8 кандидатов от 7 политических партий и 1 самовыдвиженец. В 15-м избирательном участке города Магаз зарегистрировано более 1000 человек. Двери для них здесь распахнулись с 8 утра. Сюда идут именно те, кто неравнодушен к будущему своей страны. Бисангирей Костоев сегодня один из первых пришел проголосовать за будущего президента России. Свой выбор держит в секрете, но говорит, что именно за этим кандидатом видит развитие и потенциал России. Президент России должен быть достойным президентом, достойный, и мы должны быть достойны своего президента. Насколько важно в этот день прийти и... Это одно из самых важных мероприятий общественно-политических, социальных, правовых даже, можно сказать. Вот такие обстоятельства. Проголосовать пришел и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров вместе со своими детьми. Он отмечает, что сегодняшний день играет большую роль в жизни страны. Мы выбираем достойного лидера, подчеркнул глава региона. В 8:05 доложил руководитель избиркома, что все избирательные участки открыты вовремя, 8 часов. И голосование началось. Доклады пока хорошие, нормальные. Все по плану. Вы традиционно пришли с семьей? Да, с детьми, да. Но я думаю, что все так должны делать. Почему? Потому что детей надо приучать к тому, что они граждане страны, граждане республики, и они должны ходить в такие мероприятия, как выборы, как субботники, как общественные мероприятия. Они должны присутствовать, они должны ходить, должны жить, они часть общества. Далее глава осмотрел избирательный участок. Никаких замечаний не оказалось. Также сегодня проходит рейтинговое голосование по проекту «Городская среда». Магаз представил перечень 3 общественных территорий, внесенных в бюллетень для голосования. Юнусбек Евкуров выбрал первый проект – благоустройство территории по улице Кулиева. Председатель Народного собрания республики также отдал свой голос, по его словам, за достойного кандидата. Ну а в целом, по наблюдениям депутатов, выборы проходят на высшем организационном уровне и максимально прозрачно. Конечно же, гражданин Российской Федерации должен прийти и проголосовать. Когда мы говорим «должен», это, конечно, на совести того или иного гражданина Российской Федерации. Но мы сегодня выбираем будущее, и если ты не пришел и не проголосовал, ты, значит, не можешь требовать от этой власти. В свои 77 лет Рукият Аздоева решила проявить свою гражданскую позицию и не оставаться в стороне от этого главного политического события. Она отмечает, что главное – это стабильность в стране. После голосования бабушку не отпускает с пустыми руками. Ей преподносят памятный подарок. На этом избирательном участке предусмотрели все условия для голосования, включая развлекательную программу. Здесь есть комната матери и ребенка, место для совершения намаза, помещение для наблюдателей и медпункт. Кстати, указательные таблички на 3 языках – русском, ингушском и английском. Также для самых маленьких поставили шахматные столы, чтобы дети, пока их родители голосуют, с пользой провели время. С самого утра сегодня к нам приходят избиратели. У нас у всех приподнятое праздничное настроение. Участок у нас очень оживленный. Для наших избирателей мы для пожилых людей предусмотрели подарки. Для маленьких людей тоже игрушки, подарки предусмотрели. Кто первый раз голосует, тем тоже мы подарки предусмотрели. Также у нас очень обширная, яркая праздничная программа, концертная программа. Во дворе избирательного участка накрыты 2 стола. Один с национальной кухней, а второй со старорусской. Также юные спортсмены-дзюдоисты демонстрируют всем избирателям свои навыки в спорте. А на площадке напротив избирательного участка развернули сельхозярмарку. Здесь же рядом для всех желающих поставили столы и варят мясо. Ну а симфонический оркестр играет не только для избирателей, но и для всех, кто отдает предпочтение классике. Словом, праздник здесь чувствуется уже издалека. На территории Магаз у нас 4 избирательных участка. Помимо того, что все необходимые работы проведены, обеспечена на должном уровне и безопасность, и в том числе организационные
моменты тоже были учтены. Каждый из этих избирателей пришел с одной целью – сделать правильный выбор. Я человек в годах, и мы привыкли жить по правилам. Патриотизм – это для нас не пустое слово. Если ты патриот своей страны, ты сегодня должен прийти и проголосовать. Это однозначно. Каждый гражданин нашей страны, он обязан сегодня быть здесь и голосовать, отдать свой голос за какого-то кандидата. Честным, справедливым, трудолюбивым, думающим о своем народе, о его благоустройстве. Ну, в общем, короче говоря, все такие должны быть. Принципиально важные вопросы, чтобы решал, чтобы боролся с коррупцией. До конца закрытия избирательных участков еще есть время, и те, кто не успел проголосовать, смогут сделать это до 20:00. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.